Мое дорогое дитя, я чувствую огромное бремя на твоих плечах, когда ты борешься с трудностями ограниченной подвижности и чувством одиночества, когда идешь по жизни в одиночку. Это, несомненно, сложно. Бороться с чувством ограниченности, стремление к помощи кажется мимолетным. Это глубокий заряд, это не шутка чувствовать себя застрявшим, когда у вас нет никого, кто мог бы протянуть вам руку помощи, когда вам это нужно больше всего. Я чувствую ваше желание увидеть проблеск надежды, чтобы героическая фигура вмешалась и облегчила бремя. В моей космической стратегии у меня есть уникальный способ сигнализировать о том, что перемены уже не за горами. Держитесь за свое сердце, потому что напряжение вот-вот зашкалит. Представьте себе, кто-то торжественно появляется, подъезжая к гладкой черной машине. Но прежде чем двигаться дальше, подтвердите свою веру в Бога, сказав «да». Помните, что на наше существование влияет то, что мы получаем, но истинный смысл жизни заключается в том, что мы отдаем. Скромный взнос в $40 может обеспечить питанием ребенка на несколько дней. Вы готовы? Приготовьтесь к тому, что будет дальше. Приближается не просто человек, прибывающий на автомобиле. Вселенная организует доставку того, что вам нужно, даже если оно приходит из неожиданного источника. Даже в разгар застоя Вселенная активно придумывает моменты трансформации. Доверьтесь этому, помощь уже в пути, готова протянуть руку помощи. Для вас это может проявиться не так, как вы себе представляете, но оно органично впишется в вашу жизнь, как недостающий кусочек пазла. Так что сохраняйте надежду, ожидайте волны добра и ищите поддержку, которая приходит из самых неожиданных источников. Прибытие этого автомобиля символизирует больше, чем просто транспорт. Это означает рост надежды, уверенность в общении и скорое прибытие помощи. Это прибытие не просто для галочки, скрывает тайну, а сюжет зашкаливает. Приготовьтесь погрузиться в историю, которая вот-вот развернется самым неожиданным образом. Угадай, что там за углом. Представьте себе гладкую черную машину, которая подъезжает, но это больше, чем просто набор колес. Это мощный символ, знак того, что уже в пути реальная помощь, не просто подъем, а реальная поддержка и руководство. Это прибытие не просто средство передвижения, Вселенная дает именно то, что вам нужно, даже если это приходит с неожиданной стороны. Даже в моменты кажущегося застоя Вселенная организует события, ведущие к изменениям. Поверьте мне на слово, есть кто-то или что-то, направляющее вас и готовое протянуть вам руку помощи. Возможно, это не так, как вы себе представляете, но оно создано специально для вашей жизни. Сохраняйте эту надежду, приготовьтесь к дозе доброты и не спускайте глаз, чтобы получить помощь из самых неожиданных уголков. Прибытие черной машины – это больше, чем транспорт. Это проблеск надежды, нежное напоминание о том, что вы не одиноки и поддержка уже в пути. Визуализируйте огромное космическое полотно, украшенное сверкающими звездами, похожими на небесные бриллианты, в то время как Вселенная оркеструет симфонию энергий. Посреди этой необъятности сосредоточьтесь на конкретном пересечении, где ваша жизнь сходится с божественным планом в сопровождении ваших ангелов-хранителей со смысловым посланием. Наблюдайте, как на горизонте появляется черная машина, путешествуя по извилистым поворотам вашего жизненного пути. Этот автомобиль выходит за рамки простого транспорта.
Он символизирует неизбежное событие глубокой трансформации. Ваши ангелы подчеркивают, что появление этого человека в машине – не простое совпадение, а синхронность, тщательно организованная Божественным. Черный цвет олицетворяет тайну и неизведанное, сигнализируя о глубине ожидающей трансформации. Поскольку автомобиль символизирует движение и путешествие, приготовьтесь принять следующее событие с открытостью и восприимчивостью. Оно может проявиться как личность, возможность или откровение, целенаправленно ведущее в вашу жизнь по космическому шоссе. Предвкушайте момент, когда приближается черная машина, пульсирующая космической энергией и синхронизированная с небесными ритмами. Под руководством своих ангелов будьте готовы приветствовать все, что происходит, когда машина изящно останавливается в театре вашего существования. Когда его двери открываются, появляется фигура, излучающая энергию, которая резонирует с вашей душой, преодолевая границы времени и пространства. Будь то человек, наставник или возможность, это прибытие является ключом к новой главе, божественным вмешательством, готовым поднять ваше путешествие на новый уровень. Позвольте своему сознанию расшириться, а вашему горизонту соответствовать высшей цели, которая вас ждет. Почувствуйте энергию этого события, наполненную любовью и руководством божественных существ, идущих рядом с вами. Фигура, выходящая из черной машины, действует как посланник, проводник божественной мудрости, и ее присутствие – дар Вселенной. Откройте свое сердце, чтобы получить благословение, которое приносит это прибытие, зная, что оно может бросить вызов, вдохновить или направить вас по неожиданным путям. Поймите, что разворачивание этого события – священный процесс, неразрывно вплетенный в ткань путешествия вашей души. По мере приближения фигуры почувствуйте энергетический обмен между вашим духом и духом человека, охватывая связь, которая имеет потенциал для глубокого роста и трансформации. Когда черная машина исчезает на космическом горизонте, вы знаете, что этот момент запечатлен в гобелене вашей судьбы. Примите это с удивлением и благодарностью, стоя на пороге глубокой трансформации, воодушевляемые ангелами, стоящими рядом с вами. Прибытие черной машины обещает новые начинания, духовный рост и более глубокую связь с Божественным. Помните, вы любимое дитя Вселенной, идущие по пути света и любви. Примите прибытие с открытым сердцем, веря, что Вселенная сговорилась привести вас к вашему высшему предназначению. Иисус уверяет вас, что божественный план невозможно остановить, и приглашает вас на путь веры и триумфа посреди жизненных конфликтов и бурь. Иисус остается непоколебимым знаком надежды в вашей жизни. В этом году перед вами раскроется божественное обещание, наполненное благословениями и процветанием. Черпайте силу от Иисуса каждый день, очищайте свои мысли от отчаяния и обретайте смелость в своей вере. Накормите свою душу учениями Иисуса, окунитесь в смирение и терпение и наблюдайте, как сад вашей жизни расцветает чудесными благословениями. Помните славу ваших побед, достигнутых благодаря жертве и силе воскресения. Иисус обещает быть рядом с вами. Во все времена, как процветающие, так и сложные, я направляю вас как ваш бдительный опекун и непоколебимый кормилец. Во времена поражений не поддавайтесь отчаянию, потому что вы никогда не одиноки перед Иисусом. Мои слова не пусты, это обещание, укоренившееся глубоко в моем существе. Поражение не имеет над тобой власти,
ибо ты заключен в мои крепкие объятия. Пусть твое сердце будет святилищем моих уверений, ибо я живу в тебе. Прогоните шепот сомнений и нехватки, ибо я — воплощение способностей, изобилие и существования. Смело встречайте своих противников, зная, что я ваш постоянный спутник. Мой запас в изобилии, и я — источник вашего удовлетворения. Слушайте мое руководство, подчиняйтесь и уверенно идите к своим стремлениям. Не опускай глаз, а смотри вверх, ведь я веду тебя за руку, защищая от зла. Я твой верный, стойкий и верный друг. Я принимаю вас таким же святым, как вы есть, разделяющим ваши радости и печали, празднующим ваши победы, поддерживающим вас в триумфе и поднимающим вас в поражение. Я обращаюсь к вам в трудную минуту. Я Иисус, твой Господь, всегда присутствующий и верный. Не бойся, ведь я твой друг. Не падайте духом и не доставляйте своим критикам удовольствия от вашего падения. Следуйте своим путем ради себя, ради своих близких, но главное — в память о моей безграничной любви. Возьми мой путь от боли до креста, предпринятый из любви к твоему прощению, избавлению, исцелению и спасению. В самые трудные минуты я с тобой рука об руку. Проявляйте настойчивость, и мое непоколебимое присутствие наполнит вас силой, ободрением, миром, уверенностью, утешением, мудростью, мужеством и радостью. Откройте глаза на будущее, на свои мечты и желания, заложенные внутри вас. Изгоните сомнения и неверие из своего сердца. Даже во времена нужды, неуверенности и несправедливости помните, что я победил мир, и вы преодолеете испытания. Ваше смелое и стойкое сердце будет гореть пламенем радости и победы. Ты — сокровище несравненной ценности, сияющее светом моей любви. Твоя душа излучает красоту, чистоту и искренность, отражая мой божественный образ. Ты — отражение меня, искра моего творения, наполненная жизнью, вдохнутая в тебя моей рукой. Независимо от вашего происхождения, богатства, тела или восприятия других, ваша ценность остается неизменной. В моих глазах ты мой любимый ребенок, окутанный безграничной любовью и наследник моих благословений. Провозглашенный во всеуслышание, в то время как враг с тревогой смотрит на вас, опасаясь моей непоколебимой защиты против вас, я твердо стою на вашей стороне. Слово мое, живое и вечное, вселяет в вас веру, постоянно доказывая вашу истинность. Я жду вашего смелого шага вперед, чтобы вернуть себе мужество, которое я вам вселил. Не бойтесь теней, отбрасываемых вашими противниками, ибо они не имеют силы против вас. Решите поверить в меня, потому что я не обрекал вас на неудачу, а на величие. Моя цель — поднять тебя на большую высоту, стать знаком веры и обладателем моей силы. Стойте твердо в бурях, вооружившись силой моего слова, и увидите себя храбрым воином святости и мудрости, победителем и триумфатором. Обними и заяви о своей ценности, ведь ты мой любимый, глубоко любимый и любимый ребенок. Поверьте мне, выразите свою любовь и веру, потому что я очень хочу это услышать. Хотя временами вас может окружать печаль, поймите, что ваше сердце резонирует с моим Святым Духом, манящим вас обратно ко мне. В утренней тишине заботы дня часто затрагивают вас, заставляя упускать моменты, чтобы вспомнить о моем присутствии. Мой дух нежно
Позвольте мне направлять вас, предупреждая вас о подкрадывающейся пустоте, побуждая вас искать живую воду, которая исцеляет и наполняет вашу душу. Если ты чувствуешь пустоту и сухость внутри, это признак того, что ты слишком долго отсутствовал в моем присутствии. Но знай, я не лгу тебе и не бросаю тебя. Моя любовь к тебе не знает границ, доказанная бесчисленными способами. Приблизьтесь ко мне, и я наполню вас божественной сладостью, питая вас такой глубокой любовью, что ваши слезы станут слезами радости. Я желаю исцелить и благословить вас, проявляя чудеса в вашей жизни и вашей семье. Мои декларации процветания и надежды закреплены и вписаны в вечность. Примите мир и радость, поверив моему слову и освободив себя от забот о будущем. Несмотря на попытки врага сокрушить вас и разрушить вашу веру, стойте прямо и преодолевайте препятствия, руководствуясь моим словом. Доверься мне, ибо моя сила безгранична, и только я могу тебя поднять. Пусть ваше сердце наполнится мужеством и верой воина-победителя, который неизменно выходит победителем, несмотря на трудную битву. Увидь меня, свою любовь, высоко подними голову, ищи силы в моем присутствии, зная, что добро, которое ты ищешь, не будет отвергнуто. Доверься моим запасам, ибо я дам тебе в изобилии. Ты просил, чтобы тебя исцелили от твоих недугов, и я имею обыкновение исцелять тебя. Вы оплакивали своих детей, прося их успеха и освобождения от борьбы. Я лично заверяю вас, что помогу им, доставлю и спасу. Доверься моей бесконечной любви и силе, моя благодать и милость принадлежат вам. Когда вы приходите ко мне с верой, каждый день становится празднованием победы, которую я вам дарю. Подходите к своей жизни смело и радостно, отпуская страхи, затуманивающие ваш разум. Почувствуй объятия моей защиты и глубокой любви. Всегда помните, что независимо от обстоятельств, вы никогда не остаетесь в стороне. Полностью откройте свое сердце, чтобы принять эту истину. Прошлое осталось позади, и моя любовь изменила тебя. Теперь вы обретаете помолодевшую душу, преобразившуюся в характере. Ваш выбор поверить в меня поставил вас на путь получения всех чудесных вещей, которые я приготовил для вас. Ваши оппоненты будут поражены, а ваша семья будет поражена вашей трансформацией. Воспользуйтесь возможностью и засвидетельствуйте всему миру, как моя любовь преобразила вас, обновила и избавила от конфликтов и ошибок прошлого. В этой жизни вы теперь отправляетесь в новое путешествие с мудростью и терпением. Страх больше не будет вашим спутником, и вы не отступите и не поддадитесь искушению. Моя необыкновенная сила наполнит вашу жизнь силой и радостью, а само ваше присутствие будет излучать счастье. Вы глубоко любимы, и мой голос достигает вас снова и снова. Сейчас самое время довериться мне всем своим сердцем. Твое благословение у порога, день твоего преображения настал, дитя мое. Я подниму тебя, как орел, над горами страданий и страданий. Над каждой бурей ты пролетишь и обретешь покой в моих утешительных объятиях. Я обещаю вам спокойствие и обновленную жизненную силу. Когда вы просыпаетесь каждый новый день, ваше видение будет расширяться далеко за пределы любых препятствий. Как орел, ты поймешь, что я дал тебе духовные крылья, чтобы ты мог летать и достигать небес своими молитвами. Во времена бедствия или опасности
я буду твоим прибежищем и щитом. Я приду к тебе на помощь и протяну свою могучую руку, чтобы защитить тебя. Я говорю вам эти слова сегодня, чтобы вы жили радостно и наслаждались всеми моими благословениями. В моей любви ваша душа обновится, вы станете свидетелем того, как я работаю вокруг вас, принося перемены. Я желаю вам только самого лучшего, и я – источник вашей ежедневной силы, позволяющий вам подниматься все дальше и дальше от проблем, которые когда-то украли ваш покой и беспокоили ваше сердце. Этим утром я привношу волну спокойствия в вашу жизнь, противостоя бурным ветрам, кружащимся вокруг вас, и успокаивая бури, стремящиеся выбить вас из колеи. Солнце взойдет по моему приказу, освещая твой путь, направляя твой путь. Ты будешь стоять высоко и твердо, как могучее дерево, глубоко укорененное в плодородной почве, и мне нравятся твои шаги на пути к триумфу. Я превращу тебя в непоколебимое и сильное существо, невосприимчивое к любым невзгодам, которые посмеют встать на твоем пути. Если тебе нужно летать, я дам тебе крылья. Если вам нужна решимость принять вызов, я наполню вас непоколебимой силой. Во времена неопределенности, когда вы сталкиваетесь с трудностями, я благословлю вас мудростью, необходимой для преодоления и победы в любых обстоятельствах. Сегодня я здесь, чтобы омолодить ваш дух, укрепить вас, чтобы вы стали сильнее камня, могущественнее любого гиганта, которого вы встретите. Ваши молитвы – музыка для моих ушей, ваша вера доставляет мне огромное удовольствие. Видеть твою преданность каждое утро, посвящая мне время и пространство, наполняет меня огромной радостью. Ваши искренние предложения уважения, ваши просьбы, похвалы и поклонения – сокровища для меня. Ваше рвение воспламеняет мое сердце чудесной радостью. Вы совершенны в своей подлинности, и ваша вера чиста. Хотя жизнь время от времени повреждала ваше самовосприятие, теперь ваше сердце истинно доброе. Из уст моих ты часто колебался, но всегда возвращался ко мне раскаявшийся, ища другого шанса. Именно эту возможность я с огромным удовольствием предоставляю вам каждый день. Итак, протяни руку и доверься мне. Представьте себе, если хотите, такое время года, настолько полное Божьей благодати, что каждый шаг вперед направляется Его рукой, каждое столкновение с проблемой является возможностью для роста, и каждый момент наполнен потенциалом чудесных перемен. Приветствуя каждый день марта, давайте воспринимать его как месяц, богатый потенциалом для новых начинаний и цветущих устремлений. Это не просто еще один месяц, это божественное приглашение. Чтобы испытать изменяющий жизнь успех и благословение, думайте о каждом дне как о семени, способном прорасти и стать свидетельством Божьей верности. По мере того, как земля обновляется, наш дух может обновиться, наполнившись новой надеждой и новой силой. В этом марте мы открываем свои сердца возможностям того, что вера, доверие и подчинение воле Божией могут принести в нашу жизнь. Если вы верите, что Бог может изменить вашу жизнь в этом месяце, мы стоим вместе в вере, полагая, что Бог будет действовать мощно в нашей жизни. Сделайте слушание этой молитвы каждый день в этом месяце частью своей повседневной жизни, укрепляя свою веру в ожидании благословений, которые Бог приготовил для вас. Я также помолюсь с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что досмотрите до конца и откройте свои сердца, чтобы получить благословение этой молитвы.
В нежном наступлении мартовских дней нам напоминают о непоколебимом обещании Бога, что Он продолжает работать, привнося в нашу жизнь новые благословения, которые появляются так же неожиданно, как первые весенние цветы. С наступлением каждого утра нас охватывает Его непрекращающаяся милость, свежая и бодрящая, как новый рассвет. Исайя 43:19 напоминает нам: «Вот, я сделаю новое, теперь оно вырастет, разве вы не знаете этого? Я проложу путь в пустыне и реки в пустыне». Этот стих подтверждает постоянную работу Бога в нашей жизни. В дополнение к этому нас также утешает Плач 3:22-23, который уверяет нас, говоря: «По милости Господа мы не истреблены, потому что Его милости никогда не иссякают. Они каждое утро новые, Твоя верность». Мы храним эти обещания в наших сердцах, пусть они будут светом, который направляет каждый день этого месяца и далее. Друзья мои, поскольку в этом месяце Бог открывает новую главу в вашей жизни, ожидайте благословений, превосходящих ваше воображение. Послание к Ефесянам 3:20 напоминает нам: «Тому, кто может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, по силе, действующей в нас». Когда мы стоим на пороге этой новой главы, вызванной обещанием божественных благословений, мы также обращаем свои сердца к горизонту прогресса. Точно так же, как Ефесянам 3:20 побуждает нас представить себе благословения, превосходящие наше воображение, пусть эта уверенность приведет нас в Царство, где барьеры разрушены и ограничения преодолены. В этом священном пространстве ожидания давайте придерживаться веры в то, что с Богом каждый момент наполнен потенциалом для трансформации и победы. Идея прорыва – это не просто мимолетное желание, а божественное обещание, которое должно раскрыться в вашей жизни в этом месяце. Представьте, что вы стоите перед великим морем с верой, как жезлом, готовым расколоть воды. Препятствия, которые когда-то казались непреодолимыми, станут путем к победе. Прорывы рождаются в моменты твердой и непоколебимой веры в Божье время. Пусть этот месяц станет для вас временем перехода, выхода из пустыни и входа в землю обетованную вашей судьбы. Иисус Навин 1:9 ободряет нас: «Разве я не повелел тебе? Будь сильным и мужественным, не бойся и не трепещи, ибо Господь, Бог твой, с тобой, куда бы ты ни пошел». Март требует провозглашения свободы и спасения от всех форм рабства и зла, которые пытаются держать вас в плену. Спасение, протянутая рука Бога в самые темные ночи, Его сила освобождает тебя от невидимых цепей, как заря в ночи. Божий свет готов прорваться сквозь тени, предлагая выход там, где его, кажется, нет. Стойте твердо в своей вере, ибо спасение – это не просто возможность, это ваше наследие как ребенка Божьего. Друзья мои, так же, как земля раскрывается, раскрывая первые признаки весны, так и исцеление может прорваться через твердую почву травм и болезней. Исцеление исходит из самого сердца Бога, бальзам на всякую рану и лекарство от всякой боли. В этом марте пусть надежда взойдет внутри вас, как весеннее солнце, согревая место, которые давно были холодными и забытыми. Божье желание – увидеть вас целым, исправить то, что было сломано, и восстановить то, что было потеряно. Примите Его исцеляющее прикосновение, ведь оно так же верно, как восход солнца. Иеремия 30:17 говорит нам: «Ибо я исцелю тебя и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь».
Путешествуя каждый день этого месяца, знайте, что вы окружены Божьей защитной любовью и защитой. Защита в этом новом месяце подобна крепости, построенной вокруг вас, щиту, который не сможет сломать ни один враг. Тот же Бог, который наблюдает за воробьем, наблюдает за каждым вашим шагом, охраняя вас от опасностей видимых и невидимых. Ходите с верой в каждый новый день, ибо вас охватывает всемогущая тень, место, где не может обитать страх. Псалом 90:4 успокаивает нас: «Он покроет тебя перьями своими, и под крыльями его ты укроешься, истина его будет твоим щитом и твоим щитом». Мой друг, март – это знак надежды, свидетельство продолжающейся любви и силы Божьей, действующих в нашей жизни. Посеянные вовремя, чтобы посеять семена веры и ожидать урожай чудес, когда мир природы вокруг нас оживает. Мы также ищем признаки обновления и духовного роста. Каждый день – это холст, на котором написаны возможности для благословений, успеха, спасения, исцеления и защиты. Пусть март станет для вас поворотным моментом, периодом необыкновенных преобразований, который задаст тон всему вашему году. Когда Бог на вашей стороне, нет предела тому, чего вы можете достичь. В Филиппийцам 4 часа 13 минут говорится: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это мощное заверение напоминает нам, что с верой в Него наши возможности безграничны. Помните, что в вас действует та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, готовая сделать неизмеримо больше, чем вы просите или представляете. Мужественно идите вперед, ибо вам уготовано величие, окруженный Божьими благословениями и благосклонностью. Принимая полноту того, что предлагает нам март, давайте сделаем это с сердцами, открытыми преобразующей силе Божьей любви, готовыми получить жизнь с избытком, которую она обещает. Пусть этот месяц станет свидетельством Его верности, когда мы идем в полноте Его благословений и достижений, движимый божественным импульсом к судьбе, которую Он определил для нас. Ныне все, кто слышит мой голос, обратимся к Господу с молитвой. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения этой молитвы. И помните, вы также должны слышать эту молитву каждый день в этом месяце, пока вы принимаете и укрепляете свою веру. Это ежедневное обязательство видеть, как рука Божья движется в каждом аспекте вашей жизни. Молимся нашему милостивому и любящему Богу, Отцу Небесному, Царю царей и Господу господствующему, который был, есть и грядет. Ты всемогущий и вечный Бог, Альфа и Омега, начало и конец. Я преклоняюсь перед вашей величественной славой и силой, признавая вас Создателем всего сущего и Хранителем жизни. Твое величие и величие наполняют небо и землю, и Твоя мудрость неисследима. Ты достоин всякой похвалы, и Твоя любовь вечна. Господь, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и хвалы. Спасибо Тебе за Твою неизменную любовь, Твое безграничное милосердие и бесчисленные благословения, которые Ты излил в мою жизнь. Благодарю Тебя за драгоценный дар жизни и за то, что Ты благополучно провел меня сюда. Твоя верность была моим щитом. Спасибо за обещание новых начинаний, за надежду, которая рождается вечно с рассветом каждого дня. Пусть мое сердце всегда будет настроено на Твою милость и доброту, когда я проживаю предстоящие дни. Милосердный Отец, я исповедую свои грехи перед Тобой, известные и сокрытые в тени моего сердца.
Я прошу Твоего прощения и, освободив свое сердце по Твоей милости, я также прощаю тех, кто обидел меня. Господь, помоги мне освободиться от сдерживаемой горечи и обиды, чтобы я мог полностью принять свободу, обретенную в прощении. Я каждый день ищу Вашего руководства, идя по путям, которые Вы для меня проложили, и сталкиваюсь с жизненными трудностями. Освещай мой путь светом Своей мудрости и направляй меня в решениях, соответствующих Твоей воле. Дай мне мудрость распознать Твой голос среди шума мира и смелость следовать ему без колебаний. В любой ситуации пусть Твоя направляющая рука будет на мне, направляя мой путь к путям справедливости и мира. Могучим именем Иисуса я заявляю, что замешательство и сомнения не сорвут мое путешествие. Отец, я твердо верю, что Твоя мудрость будет моим компасом, направляющим каждый мой шаг к судьбе, которую Ты предназначил для меня. Господь, я ищу Твоего обеспечения во всех аспектах своей жизни, веря, что Ты восполнишь все мои нужды согласно Твоему богатству и славе. Дай мне мудрость мудро распоряжаться Твоими благословениями и веру, чтобы верить в изобилие в районах с дефицитом. По Своей милости откройте двери возможностей и излейте свое обеспечение, чтобы я мог отразить Вашу щедрость в своей жизни. Я молюсь об исцелении, Господь, в каждой части моего существа. Исцели мое тело от болезни, исцели мое сердце от болезни и восстанови мой дух от усталости. Я твердо придерживаюсь Ваших обещаний исцеления и восстановления и с верой требую полного исцеления во имя могущественного Иисуса. Позвольте Вашей божественной целительной силе течь через каждую клетку моего тела. Омолаживая свой разум, сердце и душу, я получаю Твое исцеление. Пусть я буду свидетельством Твоей неизменной любви и милосердия не только в своей жизни, но и в жизни моих близких, нуждающихся в Твоем прикосновении. Во имя Иисуса я запрещаю и связываю любую форму рабства и провозглашаю спасение моей жизни. Я заявляю, что каждая цепь зависимости, страха и любой формы угнетения разорвана во имя Иисуса. Я радуюсь свободе, исходящей от Твоей спасительной благодати, зная, что тот, кого освобождает солнце, действительно свободен. Пусть Твоя рука направляет меня, даруя успех даже в безлюдных местах моей жизни. Господь, я прошу, чтобы Твоя божественная защита стала щитом вокруг меня и моих близких. Сохрани нас от планов врага, от опасностей видимых и невидимых, во могущественное имя Иисуса. Я отражаю все атаки, направленные против нас, веря, что ни одно оружие, созданное против нас, не увенчается успехом. Твоя верность – наша броня и защита, и под Твоими крыльями мы находим убежище. Господь, произнося эту молитву вместе со всеми слушателями, я благодарю все сердца, которые открываются Тебе прямо сейчас. Всемогущий Боже, Ты скала нашего спасения. Мы соглашаемся, ищем Твое лицо, просим, чтобы Твоя рука сильно двинулась в нашу жизнь. Благослови нас, Господь, Своим святым присутствием, наполни нас Своим Духом и приведи нас к более глубоким отношениям с Тобой. Вместе мы одержим победу над нашими проблемами. Мы провозглашаем исцеление нашего тела и разума и празднуем мир и радость, обретенные в Вашей любви. Милосердный Отец, давайте противостоять духу бедности и нужды в нашей жизни и приветствовать дух изобильного процветания. Во имя Иисуса мы заявляем, что мы благословлены быть благословением, и как получатели Ваших благословений
мы становимся каналами, через которые ваше изобилие течет, чтобы обогащать других. Мы молимся о божественной мудрости и проницательности в каждом решении, с которым мы сталкиваемся. Веди нас своим духом, чтобы идти путями праведности. Защити нас от обмана и наставь нас на всякую истину. Дай нам понимание и ясность, чтобы справляться с жизненными проблемами. Открой наши духовные очи, чтобы распознать скрытые ловушки и сети врага, и дай нам мудрость избегать их. Небесный Отец, мы приходим к Тебе в поисках Твоей божественной защиты в наших отношениях и взаимодействиях. Защитите нас от токсичных отношений, манипулирующих людей и тех, кто стремится причинить вред. Окружите нас теплом божественной дружбы, мудростью наставников и советами советников, которые поднимут нас на пути веры. Дай нам проницательность, чтобы изящно преодолевать сложности разных личностей и отношений, сохраняя при этом отношение любви, благодати и прощения ко всем. Всемогущий Бог, мы призываем Твою силу и мощь, чтобы помочь нам стойко противостоять козням врага. В единстве мы сопротивляемся всем искушениям и обязуемся поступать послушно по Твоему Слову. Защити нас от невидимых сражений духовной войны. Пусть Твой сон ангелов расположится вокруг нас, наблюдая за каждым нашим шагом. Мы ищем Вашей божественной защиты над нашими словами и действиями, чтобы мы могли быть сосудами жизни, источниками ободрения и назидания для тех, кого мы встречаем. Во имя Иисуса мы заявляем, что мы защищены в наших приходах и уходах. Мы заявляем, что все работает на нас, а не против нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за уверенность в том, что Твоя доброта и благосклонность будут сопровождать нас на каждом этапе пути. Пусть Ваш мир, превосходящий всякое понимание, принесет нам в этом месяце. Мы благодарим Вас за все, что Вы сделали, и все, что Вы сделаете. Да будет воля Твоя в жизни нашей, как и на небесах, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Спасибо, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во имя могучего Иисуса, о котором я молюсь. Аминь. Вы когда-нибудь чувствовали умиротворение раннего утра, когда мир неподвижен, а день полон возможностей? Этот безмятежный, полный обещаний момент подобен началу нашего дня с молитвы. Подобно тому, как свет зари начинает пробиваться через небо, рассеивая тьму, начиная наш день с Бога, освещает наш путь, направляя нас через все, что ждет впереди. Приоритет молитвы как первого действия нашего дня касается не только слов, которые мы говорим, речь идет о связи с нашим Создателем. Речь идет о том, чтобы отдать Ему свое время, мысли и сердце прежде всего. Сегодня мы углубляемся в смысл того, чтобы сделать молитву первым актом нашего дня, изучая, как эта простая, но глубокая практика может влиять на ход нашего дня, влиять на наше настроение и формировать наше взаимодействие с другими людьми. Когда мы начинаем свой день с молитвы, мы заявляем Богу: «Ты самая важная часть моего дня». Этот акт Божьего приоритета задает тон всему последующему, утверждая нашу веру и доверие к Нему. Это практика, которая не только укрепляет нашу веру, но и отмечает траекторию дня, прожитого в гармонии с Его волей. Начинать каждое утро с разговора с Богом – это больше, чем ритуал. Это спасательный круг, закрепляющий нашу душу в уверенности в Его любви и обещаниях. Это создает прецедент для остальной части дня,
предлагая перспективу, соответствующую воле Бога и полную надежды. Утренняя молитва – это не просто рутина, это акт веры, веры в то, что Бог слышит нас, заботится о нас и активно участвует в нашей жизни. Это выражение нашей зависимости от Него, признание того, что нам нужны Его мудрость и сила, чтобы ориентироваться в течение дня. Кроме того, начало нашего дня с Богом дает нам возможность воплощать плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброту, милосердие, верность, кротость и самообладание. Эти качества становятся более очевидными в нашей жизни, когда мы каждое утро проводим время с Богом, обогащая наши отношения и позволяя нам стать сосудами Его любви. Утренняя молитва дает нам мудрость для принятия решений на день, направляя нас как в важных решениях, так и в повседневных делах. Установите ритм общения с Богом, который может продолжаться в течение дня, превращая обычные моменты в возможности ощутить Его присутствие и Его работу в нашей жизни. Практика начала нашего дня с Богом в молитве – это путь веры, доверия и подчинения. Оно обещает не просто хороший день, но и богоцентрическую жизнь, полную мира, цели и радости. Давайте возьмем на себя обязательство сделать молитву первым действием нашего дня, приглашая Божье присутствие в каждый момент и позволяя Его воле формировать нашу жизнь. Утренняя молитва напоминает нам, что истинный мир обретается в присутствии Бога. Поэтому мы дорожим этими первыми моментами общения с Богом, позволяя Его миру наполнить нас и течь через нас. Пусть Он будет путеводной звездой на протяжении всего нашего дня, напоминанием о постоянном присутствии Бога и непрестанной любви. Поступая так, мы не только обогащаем свою жизнь, но и распространяем этот мир на окружающих, создавая волны Божьей любви в мире, который отчаянно нуждается в Его мире. Начинание каждого нового дня с утренней молитвы не только погружает нас в мир, но и укрепляет нас силой, которая нам не принадлежит. Эта сила, данная нам Всевышним, является свидетельством силы, обретенной в начале наших дней, укорененной в божественном общении. Оно питает нашу внутреннюю устойчивость и дает нам возможность смело и решительно противостоять жизненным трудностям. Это божественная сила, обещание Бога тем, кто ищет Его. Утренняя молитва – это наш акт ожидания Господа, посвящающий Ему первые плоды нашего дня, а Он в ответ обновляет наши силы, снаряжая нас для полета над жизненными испытаниями и невзгодами. Сила, которую мы обретаем, начиная свой день в присутствии Бога, выходит за рамки простой выносливости. Это меняет наш взгляд на невзгоды. Проблемы становятся возможностями свидетельствовать о Божьей силе в нашей жизни. Испытания становятся платформой для проявления Его благодати, а слабости становятся каналами для совершенствования Его силы. Эта сила позволяет нам упорствовать с радостью, зная, что наша победа обеспечена во Христе. Кроме того, сила, полученная от утренней молитвы, придает силы нашей вере, закрепляя нас в истине Божьего слова и обетований, укрепляя нашу веру в Него в моменты сомнения или страха. Память о наших утренних встречах с Богом служит нам знаком надежды, напоминая о Его верности и неколебимом фундаменте, на котором строится наша жизнь. Сила, которую мы получаем от утренней молитвы, также готовит нас к духовной войне. Вооруженные всеоружием Божьим, мы можем противостоять планам врага, будучи уверенными в том, что битва принадлежит Господу. Наши утренние молитвы служат декларацией нашей зависимости от Бога,
активируя его силу и защиту над нашей жизнью. По сути, сила, получаемая от нашего ежедневного общения с Богом, многогранна и влияет не только на нашу индивидуальную жизнь, но и на мир вокруг нас через преобразующую силу Его любви и благодати. В последние месяцы вы столкнулись с трудностями, проблемами, страданиями и тревогами. Однако сегодня я здесь, чтобы искоренить всю печаль и уныние из вашей жизни и вашего дома. Я признаю и вознагражу твою веру, и посрамятся те, кто смеялся над тобой, а завистники будут свидетелями твоего триумфального восхождения. Это месяц, в котором воды моря откроются, и могучей рукой своей я открою вам путь, чтобы вы могли без страха идти в землю, полную великих благ. Вы всегда находились на высоком духовном уровне, вы никогда не были и никогда не будете неудачником. Я даю тебе жизнь и силу, право восстать из праха, процветать и быть счастливым. Даже в самой бурной воде я буду рядом с тобой, и ты не утонешь. Пересекая бурные реки и проходя сквозь огонь, вы не обожжетесь. Я дал тебе силу наступать на змей и скорпионов, преодолевать все сети врага, и ничто не сможет причинить тебе вред. У вас есть мое обещание, и мои благословения придут к вам. У меня есть для тебя чудесный план, и он осуществится так, как я тебе обещал. Я направляю ваши шаги навстречу вашей судьбе по правильному и доброму пути. Я передам в твои руки чудо, которого ты ждал, и ответ, которого ты ждал. Я отдаюсь вам всем сердцем и прошу вас удержать взгляд на слове, которое я вам даю. Пусть твои шаги будут твердыми на пути, который я показываю тебе сегодня. Я даю тебе силы и терпение, которые тебе нужны. Я открываю ваши пути, изгоняю всех ваших врагов и открываю двери благословения. Поднимайтесь с энтузиазмом, работайте смело, сталкивайтесь с трудностями без страха. Вас ждут еще более прекрасные и процветающие времена. Я запечатлею это в твоем сердце, и ты этого не забудешь. Эти слова будут звучать в вашей душе каждое утро. Вы больше не будете просыпаться с унынием и грустью. Цепи, связывавшие вас, разорваны, каждое проклятие, преследовавшее вас в этот момент, ушло навсегда и никогда не вернется. Ваша надежда возродится, ваша улыбка засияет, а уверенность, отразившаяся на вашем лице, завоюет уважение других. Вы вступаете в эпоху сверхъестественных чудес и чудес. Вы станете свидетелем того, как в жизни людей, которых вы любите, происходят чудесные вещи. Я готовлю тебе трапезу благословения перед твоими врагами и превознесу тебя перед твоей семьей и друзьями. Будьте готовы к этой новой жизни, которая уже в пути. Смиренно приветствуйте все эти чудесные дары и никогда не забывайте, кто вас благословляет. Приходите каждый день и слушайте мои слова, чтобы укрепить свою веру. Наполните свой разум обещаниями, которые позволят вам добиться успеха. Я всегда наблюдаю за тобой, и именно в этот месяц освобожу тебя от скрытых опасностей и незаметных атак. Продолжайте верить, как бесстрашный воин, и не позволяйте врагам обмануть вас своей ложью и ложью. Неважно, кто восстанет против тебя, ведь я, как твой отец, изо всех сил стою за своего. Я сделаю все возможное, чтобы ваше счастье и благословение в этом месяце сохранились. В трудные времена я здесь, чтобы ответить. Во времена опасности я твой защитник,
и в час нужды рассчитывай на мою помощь. Моя поддержка вечна и предназначена для вас, вашей семьи и будущих поколений. Желаю вашей веры, искренности, послушания, настойчивости и постоянства во мне, в моем слове, в моем присутствии. Утром освободитесь от забот. Помните, что ваша миссия – упорствовать, подчиняться и доверить всем мне не просто так. Я ваш Отец и ваш Бог. Время, которое я уделяю вам, не должно быть поглощено тревогой. Если вы решите не доверять мне и поддаться тревоге, вы будете презирать мою любовь, причиняя боль вашему сердцу и болезнь вашему телу. Уделяй мне время каждый день, ищи мое лицо, готовь свою душу. Я сам открою для вас двери изобилия. Готовьтесь к счастью, добро пожаловать в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для тебя все возможно, потому что ты твердо стоял и не переставал верить в меня. Ты был верен в малом, и теперь я буду доверять тебе. Когда тебе это понадобится, позвони мне, и я отвечу тебе, открыв тебе великие и сверхъестественные чудеса. Ты почувствуешь силу, как никогда раньше, словно ты орел, парящий до уровня моей величественной славы. Отсюда ты увидишь новые благословения, которые я скоро дам тебе. Ты знаешь, что я не лгу и что я люблю тебя. Я всегда был здесь, чтобы помочь тебе, когда ты нуждался во мне, и теперь я готов поднять тебя, исцелить и помочь тебе вернуть все время, любовь и благословения, которые принадлежат тебе, но враг пытался их украсть. Декабрь для вас является синонимом триумфа и победы, счастья и обеспечения. Начни меня сейчас, во что ты веришь, в этом месяце я окружу тебя изобилием, и ты будешь преуспевать во всем. Внимательно выслушайте это сообщение и не игнорируйте совет, который я вам даю. Держитесь этого слова, чтобы каждое утро просыпаться со спокойствием и безмятежностью, поддерживаемые непобедимым духом и сверхъестественным миром. В этом месяце вам суждено победить, ваши стремления и цели будут определены. Ты не закончишь этот год с пустыми руками, но ты должен решить довериться мне. Положи правую руку на сердце и пообещай искать меня каждый день, несмотря ни на что. И так твоя душа останется безмятежной. Я знаю, что ты борешься с разочарованием, и именно поэтому я говорю с тобой напрямую, даже несмотря на то, что бури волнуют твое сердце, а тревога пытается тебя напугать. Будьте сильными и не слушайте тех, кто говорит, что вы не достигнете своих целей. Не позволяйте мысли о поражении или неудаче заполонить ваш разум. Вы созданы для победы. Сосредоточьтесь на том, что действительно ценно, помимо материальных благ и личных достижений. Позаботьтесь о своей семье и убедитесь, что с ними все в порядке. Не позволяйте новому году начаться с неприятностей в вашем доме. Оставьте прошлые обиды позади. Этот месяц знаменует конец разногласий. Если вы будете искать меня каждый день с пылкой верой, моя слава будет царить в вашем доме. Мое величественное присутствие рассеет все силы тьмы, которые пытаются разделить вашу семью и украсть вашу радость. Поверьте мне, встаньте и идите своей дорогой без страха, потому что вы победите всех, кто попытается помешать вашей судьбе. Проблемы, с которыми они сталкиваются, носят временный характер, но их нужно мужественно встретить, чтобы добиться победы. С ним ничего не случится, мой дух – его щит, а мое могучее слово – его меч.
продолжайте свой путь, а если вам нужно сделать перерыв, займитесь молитвой, размышлением и отдыхом. Уделите мне время каждый день, потому что мне нужно многое вам рассказать. Поймите и поверьте всем своим существом, что вы имеете значение. Ваша вера ценна, и ваша жизнь ценна. Вы должны верить мне, игнорируя тех, кто пытался принизить вашу ценность и значимость. Я вижу это глазами любви. Я твой отец, и для меня ты всегда был, есть и всегда будешь важен. Я повторю это много раз, потому что хочу, чтобы это запечатлелось в вашем сердце. Ты можешь почувствовать привязанность в моих словах, когда утром открываешь глаза и чувствуешь мое присутствие рядом с тобой, приносящее радость и показывающее, как сильно я тебя люблю. Вскоре в вашей жизни произойдет чудо, настолько мощное, что оно полностью преобразит вас и вашу семью. Я держу то, что обещаю, и вы поверили моим обещаниям. Однажды я ему сказала: «Позвони мне, и я тебе отвечу». И этот замечательный ответ уже в пути. Вскоре вы станете свидетелем этого. Прочтите мое слово еще раз, получите мои инструкции, чтобы знать, как защитить себя и противостоять своим врагам, когда они пытаются украсть благословение, которое я вам даю. Вы знаете, есть люди, которые злятся и завидуют, когда видят, как вы процветаете, и которые терпеть не могут видеть вашу улыбку или вашу семью, сплоченную и переполненную счастьем. Вот почему я прошу тебя, говори со мной каждый день и питай себя моим словом, полным мудрости и проницательности, всегда внимательным и бдительным. Я знаю, что последние несколько месяцев были трудными, и я понимаю вашу борьбу. Его вера в бухгалтерский учет стала для меня приятной неожиданностью. Вы столкнулись с бесчисленными трудностями, но, проявив неукротимую храбрость, победили всех своих противников. Поэтому в этот начальный месяц ваше сердце не пусто, а полно любви, поддержки и мотивации. В оставшиеся недели этого года вы станете свидетелем большего количества благословений, чем когда-либо видели, и еще больших чудес, чем когда-либо испытывали. Ради вашей семьи и общества, в котором вы находитесь, не останавливайтесь, продолжайте идти, поднимайтесь на эту гору, преодолевая любые препятствия на пути к вашему счастью. Окружающие это заметят. Вы живой пример веры и преданности, и я буду продолжать благословлять вас, не переставая. Продолжай разочарование. Используйте власть, которую я дал вам тем, кого вы так сильно любите, побуждая вас искать меня, слышать мой голос. Скажи, это пришло время принять вызов, бороться, работать, учиться и готовиться к большому событию. Оставайтесь верными своей цели. Время действовать. Вы долго ждали, но сейчас самое время. Благословение, которое вы собираетесь получить, уже в пути. Я преобразю вашу жизнь и жизнь вашей семьи чрезвычайно мощным и сверхъестественным образом. Моя любовь к тебе чиста и вечна, в ней есть вечность. Крайне важно, чтобы вы поверили себе и обратились ко мне в эти трудные времена. Не позволяйте угрозам и несчастьям отнять у вас мир и веру. Я глубоко чувствую ваши страдания, и мое сердце тронуто вашей искренностью. Как я уже обещал, благословить вас мое самое сокровенное желание. Скажи мне, что ты готов принять мое благословение и будешь относиться к ней с большой любовью и заботой. Помни, в минуты печали я всегда с тобой,
держу тебя на ладони, окутываю своей святой мантией. Я люблю тебя всей силой своего сердца. Ты мой сын, моя дочь, я благословлю тебя всей своей силой и волей. Я держу все, что обещаю, я всегда была рядом с ним, никогда не оставляла его, и даже в эту бурю я все еще с тобой. Мои планы относительно вас – это высшие и вечные мысли, которые приведут вас к миру и процветанию. Ситуации могут показаться сложными, но принимайте их с верой и надеждой, меняйте свой образ мышления и убедительно верьте моему слову, и ваша жизнь изменится. Ищи меня каждый рассвет, день и ночь перед сном, вставай передо мной на колени, потому что я ценю и люблю, когда ты говоришь со мной. Хотя теперь своими природными глазами ты не можешь видеть, но ты знаешь, что небо дрожит, когда ты с верой молишься и славишь, когда просишь защиты для своей семьи, плачешь об избавлении от болезней и молишься, чтобы оно не покидало тебя никогда. Услышьте мой ответ. Даже если все оставят тебя, я никогда тебя не оставлю, даже если те, кто говорит, что любит тебя, потерпят неудачу, моя любовь к тебе сильнее и истиннее. Я не подведу, я никогда его не разочарую. Ваша семья, ваше будущее, ваше здоровье в моих руках. Любите, берегите и храните свои благословения. Будьте верны в малом, и со временем ваше благословение умножится, принеся еще больше вещей вечной ценности. Мой сын, моя дочь, твоя любовь ко мне очень важна, и я хочу, чтобы ты почувствовал себя глубоко любимым. Конда, я замечаю, что иногда ты просыпаешься грустным, не понимая причины, как будто это необъяснимая эмоция, внезапная тревога, как будто твои собственные эмоции пытаются что-то сообщить. Вы должны понять, и я должен вам сказать, что это чувство – это ответ вашего сердца на моего Святого Духа, зовущего ваше имя утром и предупреждающего вас, когда вы начинаете отдаляться. Ты так занят, что не находишь времени посидеть, напомни мне, но мой дух настаивает, что не позволит тебе быть пустым. Та печаль, которую ты чувствуешь, это отчаянный крик твоей души, твоего духа, твоего сердца, которое прекрасно знает, что ты можешь умереть от жажды, не выпив живой воды, которая исцеляет, наполняет, очищает все твое существо, которое тревожит, принося покой и умиротворенность. Если вам грустно и пусто, это явный признак того, что вы уже давно находитесь в моем присутствии. Перестаньте так жить, упорство в этом состоянии только изменит ваши чувства во время борьбы. Вместо того, чтобы смотреть на это с верой, вы можете сбить себя с толку, полагая, что вас наказывают. Но это неправда. В каждой области нашей жизни сила существует не в нашей собственной силе, а в силе того, кто обещает быть нашим прибежищем, силой и вездесущей помощью в беде. Поскольку мы продолжаем уделять приоритетное внимание утренней молитве, давайте делать это с ожиданием того, что мы снова наполнимся неукротимой Божьей силой и будем готовы встретить все, что принесет день, с уверенностью и благодатью. В священных писаниях мы находим захватывающие истории людей, чья жизнь во многом изменилась благодаря их стремлению ставить молитву на первое место. Эти библейские персонажи предоставляют нам вечные примеры того, как начало дня с Богом может привести к божественному руководству, защите и расширению возможностей для достижения Божьих целей. Их истории побуждают нас сделать молитву первым действием нашего дня, веря, что, как и они, мы испытаем Божье руководство, защиту и силу для выполнения нашего божественного призвания. Следуя по Его стопам,
давайте помнить, что наши молитвы, будь то во времена радости, неуверенности или горя, всегда услышаны Богом, который глубоко вовлечен в детали нашей жизни. Мы ищем Бога прежде всего в молитве, закладывая основы нашего пути в Его присутствии. Это божественное внимание уверяет нас в Его непоколебимой поддержке и руководстве, побуждая нас приближаться к Нему с уверенностью, зная, что каждая молитва сеет семена еще невидимых чудес. Теперь всем, кто слышит мой голос, обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения этой молитвы. Мы молимся нашему милосердному и любящему Богу. Небесный Отец, всемогущий Бог, я предстаю перед Тобой в благоговении перед Твоим величием и благодатью. Ты Творец неба и земли, Царь царей и Господь господствующих. Твоя сила безгранична, Твоя мудрость непостижима, а Твоя любовь к нам вечна. Господь, я благодарен за Твое ежедневное обеспечение и благословение. Пред Тобою полнота радости, и по правую руку Твою наслаждение вовеки. Милосердный Отец, я исповедую перед Тобой свои грехи и прошу у Тебя прощения. Я также предпочитаю простить тех, кто обидел меня, высвобождая любую горечь и обиду, потому что Вы призвали нас жить в свободе и мире. Господь, я прихожу к Тебе, стремясь начать каждый день в Твоем присутствии, чтобы заложить основу моего дня Твоим словом и молитвой. Помоги мне сначала искать Тебя, веря, что все, что мне нужно, будет приложено ко мне, как Ты обещал. Я прошу Тебя направлять мои шаги, направлять мои пути и наполнять меня своей мудростью. Во имя Иисуса я заявляю, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным. Я отказываюсь и связываю все планы врага, призванные нарушить мой покой, украсть мою радость или сорвать мою цель. Отец, я прошу Твоей защиты надо мной и моими близкими. Защити нас от нападок врага и окружи своими ангелами. Я прошу Твои исцеляющие руки на нас, веря в восстановление и силу в наших телах. Господь, благослови нас в нашем приходе и уходе, и пусть Твои благословения и благосклонность пребудут с нами в этот день. Пусть мы будем сосудами Твоей любви и благодати для других. Произнося эту молитву вместе со всеми слушателями, я благодарю каждое сердце, которое открывается вам прямо сейчас. Мы соглашаемся, молясь друг за друга, прося, чтобы Твой Святой Дух наполнил нас заново, дал нам силы жить жизнью, прославляющей Тебя. Направь нас, Господь, своей мудростью, защити нас своей силой, исцели нас своей милостью и благослови нас своим изобилием. Мы провозглашаем победу над всеми испытаниями, провозглашаем исцеление от всех болезней и благодарим Вас за обеспечение и защиту. Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле и в нашей жизни, как на небесах. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Спасибо, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во имя могущественного Иисуса. Молюсь, аминь. Теперь тем, кто слушает и желает принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я призываю вас принять Божью благодать с открытым и покаянным сердцем. Начните с того места, где вы находитесь, твое прошлое не имеет значения. Иисус пришел искать и спасти заблудших. Бог любит тебя не воля Божья, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Произнесите себе эту простую молитву спасения: «Дорогой Господь Иисус,
я знаю, что я грешник, и прошу у Тебя прощения. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я отворачиваюсь от своих грехов и приглашаю Тебя. Войди в мое сердце и мою жизнь. Я хочу довериться Тебе как моему Господу и Спасителю. Пожалуйста, спасибо за то, что спас меня. Теперь, когда вы помолились этой молитвой, вы можете попросить священника крестить вас в поместной церкви и обнародовать это решение. Крещение является символом решения следовать за Иисусом. Затем я призываю вас общаться с другими верующими, узнавать больше о своей новой жизни и лучше узнавать Бога. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свою молитвенную просьбу в разделе комментариев, чтобы мы могли представить ее Богу для ваших благословений и победы. Мы также приглашаем других верующих на платформе YouTube и по всему миру присоединиться к нам и начать молиться за вас прямо сейчас. И мы хотим, чтобы вы знали, даже если вы не видите ответа на свою молитвенную просьбу, это не значит, что за вас не молились. Будьте уверены, что каждую просьбу мы активно приносим Богу по Его воле. Мы верим в силу молитвы, приносящую утешение, исцеление и руководство согласно совершенному Божьему плану. Богу вся слава. Благодать и мир Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.